Меня зовут Бурлова Ирина. Я в 2010 году приехала в Республику Саха-Якутия, город Мирный, с Республики Бурятия, Тумкинский район, село Галбай. Многодетная мама, старшему сыну 19 лет, зовут Галык, нынче заканчивает МРТК. На данный момент проходит практику, работает. Мой самый главный помощник, первенец мой. Меня зовут Ринфин, мне 10 лет. Через 5 месяцев мне исполнится 11. Я играю на фортепиано, хожу на хор и сольфеджио. Моя мама очень добрая. Иногда она расстраивается, когда я делаю всякие косяки. Но она моя любимая. Но иногда, когда я один дома остаюсь, мама просит подмести, либо же убраться. Я убираюсь по дому. Иногда мы с одноклассниками приходим в штаб и помогаем маме. Я хочу в будущем стать пианистом. Ну, пока что про будущее я не знаю, но маме я, конечно же, буду помогать. Меня зовут Сурен, мне 8 лет. Я хожу на танцы, на художку, на английский. Мне больше всего нравится учиться, танцевать и помогать. Мою маму зовут Ирина Сандбулевна. Ирина Наци, она добрая, она собирает банки, и 9 из них светили и отправляли на войну. Больше я ничего не знаю. Мне 16 лет, учусь я в МРТК на профессию автоматической системы управления на 2-м курсе. Мама у меня очень добрая, она работает в ведомственной охране. И сейчас она работает волонтером, еще помогает всяким семьям и отправляет, вяжет сети и отправляет на войну. Мама, когда уходит на работу, либо идет в волонтерский штаб, мы убираемся дома, кушать варим и садимся делать с младшими братьями домашние задания. В детстве нас сперва растила бабушка, потому что мама поехала сюда на заработки. И после 1 класса мы полетели сюда, в Мирный. Мама здесь уже живет 12 либо 15 лет, я не помню. Как вам нравится? Да, очень нравится. А в Бурятию вы летаете? В Бурятию каждое лето мы летаем. В том году летали на море отдыхать. Я племянник тети Иры. Я учусь в МРТК на 3-м курсе и хожу на волейбол. По будним дням я стараюсь ходить на работу, когда у меня есть время, и помогаю тете Ире с этим. На каникулы я обратно уезжаю в Бурятию. Почему ты приехал именно сюда, к своей тете жить? Меня сюда отправили учиться в колледж, и потом здесь остаться, работать и жить здесь. После МРТК я, наверное, поступлю на высшее образование, и потом пойду в армию, как все. Потом я не знаю, чем буду еще заниматься. Но я в будущем буду помогать тете Ире, потому что она сейчас мне помогает и обеспечивает меня. И я рад, что у меня есть такая тетя, которая обеспечивает и всегда хвалит нас за наши успехи. Когда я только приехал, это был октябрь, тут было уже достаточно холодно, чем в Бурятии. Мне тут было, то есть солнца почему-то не хватало, было темновато как-то. Но зимой я улетел обратно в Бурятию, потому что начался коронавирус. И большинство времени я первое время здесь не был. Весной здесь очень классно, мне нравится здесь проводить это время. Тут очень разнообразие есть. Весной здесь и летом тут тепло, даже жарко, можно сказать. Тут здесь много чего тоже, развлекательных там мероприятий. Заработка такого сильного не было, а детей надо поднимать, поэтому у меня здесь в Мирном живут родственники, они меня позвали.
получается, в неведомственную охрану требовались работники, набор был. И я быстренько приехала, тетя позвонила, говорит, приезжай, набор идет. И я приехала, родители забили скотину, купили билет. И я в апреле приехала. Я первое помню, когда в аэропорту прилетели, тетя Ржана с дядей Борисом меня встречали. И это снег лежит, а у нас в Бурятии-то давно уже снега нету, он в феврале еще весь растаял. Тут приезжаю, снег лежит, там слякоть такая, я еще в тонкой такой ветровочке приехала, было холодно, ветром встречала. А у меня в деревне там ни леса, ни речки нету, и там получается все время тоже ветра. А сюда приехала тоже ветра, и сейчас каждый раз удивляюсь, что тут постоянно ветра. Как весна, ветра, как осень, ветра. И как бы одинаково. И, ну, получается, комиссию прошла, ну и немножко там у меня не получилось. У тети соседка есть, у тети сосед моей, тетя Марина зовут, она как-то увидела объявление, говорит, летний лагерь Орленок, требуются работники временно на сезон. Ну, у меня есть диплом повара 3-го разряда. Меня приняли на работу. Ну, Ирину я знаю более 5 лет. Ирину знаю как только с положительной стороны. Хороший человек, всегда поддержит. Очень много она знает в плане там, куда обратиться. Ну, по вопросам она всегда поможет. Добросовестный человек, целеустремленный, хорошая мама, можно сказать, даже отличная мама. Воспитывает 4 сыновей. Дети тоже добиваются успехов. Всегда мы это видим, слышим. Ну, мы с одного района, получается, с Бурятии. Ну, на работе тоже очень ответственная. И плохого ничего не знаю. Начала работать я в охране, в Алросохране еще в 2010 году, с декабря месяца начала работать. Работала в сторожевом, потом, получается, перевелась в вооруженную охрану. В мае месяце раньше приезжали с Якутска комиссия. Всю эту комиссию хорошо, отлично прошли. Экзамен сдала и в вооруженную охрану перевелась. Работала до 2012 года, ушла в декрет. Двойной декрет был. Потом вышла на работу. Работала на складах перед декретом. А после декретного уже вышла на фабрику номер 3. Коллектив очень хороший. Вот с самого начала, я как начала, пришла. Есть те, которые еще до сих пор работают. Мы как бы тесно связаны, хорошо общаемся, поддерживаем друг друга. К работе очень серьезно относимся, так как у нас объект очень серьезный. Да, и получается... Потом в 2019 году мы перевелись в ведомственную охрану. У нас бригадир Руфина Рафикзяновна очень хорошая, отличная, Виктор Шамилевич тоже. Вот. Я не хотела идти в ведомственную охрану, но меня говорит, лучше иди в ведомственную охрану. Но я и согласилась, и на данный момент я вообще не жалею, что я перешла в ведомственную охрану. Зарплата удовлетворяет. Хорошо, хватает. А какая смена? Смена у нас получается один день работаем, потом ночная смена. На данный момент сейчас у нас 5 караулов получается, и у нас достаточно выходных получается. Отцепной, выходной. Можно спокойно отдохнуть и потом уже в следующую смену выйти. Этот график очень удобен, так как в 3 дня выходных я нахожусь в штабе. Ну, работа мне нравится, я вот очень люблю свою работу, я считаю, для женщин, да, это очень такая легкая, хорошая работа, не то что для поваров, да.
повара, получается, это в 5 утра надо вставать, тягать эти тяжелые кастрюли, все вот это, да, требует. Бухгалтерия, экономика, там считать, это все надо. А в чем заключается именно твоя работа тут? Моя работа заключается охрана объекта. Мы, получается, за пропускным режимом соблюдаем въезды-выезды, вход-выхода и за материальными ценностями наблюдаем, получается. Я пришла в Волосохрану в 2012 году. В 2013 приступила к работе старшим охранником-стрелком объекта склады ВМД Мирнинского ГОКа на тот момент. Вот Ирина Радносамбуевна работала у меня в бригаде. Человек огонь. Всегда надо на работу, идет на работу. Надо что-то всегда в общественной жизни, по работе. Лучше человека я не знаю. Честное слово. 4 детей, 4 чудесных мальчишек, которые тоже, кстати, как мама, везде участие принимают. Да, Ирина Радносамбуевна? Хороший человек, хорошая семья, хорошая мама, воспитывающая отличных парней. Ну, Ирина Радносамбуевна у нас работает изначально с самого существования организации нашей ведомственной охраны. У нас как недавно основана, 2019 года, с 1 декабря. С Алроса охраны мы все перешли в ведомственную охрану Алроса. И одна из первых, вот Ирина у нас работает. Как работник ответственный, исполнительный, все, что нужно от работы, качественно выполняет свои должностные инструкции. Ну, что еще сказать? А как человек? Ну, как человек, она отзывчивая, веселая, жизнерадостная. Так, как в работе, проблем с ней нет никогда. Буквально, я так думаю, месяца 3 назад я вот тут узнал, что она занимается, помогает на СВО нашим ребятам, собирает, доставляют. Волонтерством я занялась, получается, с сентября месяца, как мобилизация началась, я начала помогать в народном активе, получается. Помогала, ну, связывались с семьями, сами мобилизованные, данные собирали. И параллельно начала вести волонтерство по оказанию помощи уже, как сказать, материальные вот эти носочки. Смотрела, наблюдала за другими городами, получается, непосредственно за Улан-Удэ, следила, как они работают, за Якутском и остальные города. И следила, смотрела. Потом мне в Телеграме попалась группа «Золотые руки ангела». В Улан-Удэ я смотрела. Чем же они занимаются? Начала интересоваться, с волонтером непосредственно связываться. Все они такие ответственные, такие, ну, отзывчивые. Они мне все объяснили, дали ссылку, показали как. И мы-то здесь сами создала группу, получается, «Шьем, вяжем» для бойцов. И начали немножко набирать силу. Параллельно тут у меня сообщение пришло в WhatsApp, то, что Лариса Сергеевна, хозяйка магазина «Радуга», она тоже занимается сборами. И мы с ней связались и начали вместе это все делать. Я ходила по школам, собирала письма, просила своих знакомых, самую первую классную руководительницу попросила, получается. Потом, ну, где у меня знакомые учителя работают, как бы много знакомых, и их просила. Начали все отзываться в Валбересе, сбор открыли денежный. На них мы покупали пряжу. Те, которые вязальщицы, нас невидимый фронт, они в группе они обсудили, какая пряжа лучше будет. И на эту пряжу с Валбереса заказали. Очень хорошая пряжа попадалась, они там овечья или какая-то, и сама вязать не умею. Умею, но не любительница. Для меня это сидеть не дело. Я лучше побегаю, похожу, посмотрю. И
И раздавала, вот, кто-то просил на работу принести на работу, уносила, кто-то с Радуги приходил, забирал, и приносили. И вот так наша деятельность начала обороты принимать. Потом как раз вот эти «Золотым рукам ангелов» в ноябре отправила заявку, в декабре они приняли. Помещение надо было. На деятельность именно «Золотых рук ангела» я узнала. Они занимаются носилками, пятиточечниками. Но так как они тоже на благотворительном фонде, у них, да, чисто на благотворительный фонд закупать стропы. И на пятиточечники тоже расходники покупали, раздавали по городам. Там более, и мы когда присоединялись, там было более 80 городов. Мы потом присоединились еще дальше, и сейчас уже более 100 городов там присоединились. Плюс маленькие поселки, и в общем где-то 100 с лишним городов в поселках. И на пятиточечники как бы у них финансирование такое очень много уходило, и носилки очень требуемые, как сказать, актуальная, постоянная, потому что они, считай, получается, раненого вынесли, она вся в крови, его не обработать ничем, где-то зацепилась, порвалась и выбросилась. На один раз это все. И постоянные спросы идут, и «Золотые руки ангела» непосредственные усилия сделали на носилки. И закупают стропы, отправляют по городам. Нам отправили транспортным. Она пока долго шла, мы авиа договорились. Очень хочу поблагодарить Гулова Андрея Александровича. Пошел нам на помощь. Представитель нашего мирного Антон. Он тоже очень хорошо помог нам. Мы первые стропы уже приняли с Новосибирска. У нас в Ленске есть Руслан, наш маленький мини-филиал. Руководит, они тоже там занимаются этой деятельностью. И мы поделили на Ленский и на Мирный. И мы сейчас вот как раз отшиваем эти носилки. После Нового года очень много кто начал узнавать, приходить. Ну и получается, здесь мы постоянно, периодически, кто-то во время обеда приходит, у нас Алена постоянно во время обеда приходит, кто-то с утра уже приходит, у нас есть люди, которые даже с ночной смены приходят, помогают. У нас такие разные люди, и все по-своему как-то талантлив и, как сказать, уникален. И каждый свои способности показывает. Это очень такие ценные, дорогие люди. Такие прям вообще я очень благодарна нашей команде. Вот они вот не... Я вот таких замечательных людей вообще не... Как бы, да, думаешь, как бы наш современный мир. И это... Как бы малость это, а на самом деле, оказывается, доброты очень много у нас, очень много. И вот, например, вот эти сети. Первую сеть мы плели, в Харасхале начали плести. Харасхал нам присоединился, получается. И в церкви тоже вязальщицы. Вот, они по субботам собирались и вязали мастер-классы. И потом мы, получается, дальше вот тоже начали сами плести. Рыболовные сети, они немножко слабее, а вот эти у нас прочнее. Уже нитка здесь потолще идет. И это сами все делаем. Ну и потом мы узнали, я хожу еще на занятия тактической медицины, боевой подготовки. И туда я пришла, получается, познакомилась с Федором. Наш герой, боец, был в войсках Ахмат. Он приехал на данный момент в отпуск, мы с ним познакомились. И я предложила идею организовать встречу. Час знакомства, чаепития каждые выходные, так как у нас много приходит. И на этом чаепитии мы делимся опытами, показываем новичкам, чем мы занимаемся. И в очередное на чаепитие пригласили Федора. Подарили ему нож, получается. Потом в следующие выходные мы узнали то, что у нас Иван, тоже наш герой, приехал.
Тоже его позвали, подарили нож. И еще узнаем, тоже кто-то сейчас вот тоже приехал. Мы его контактный номер телефона не можем просто найти. Сейчас найдем, но все равно. И будем тоже приглашать. И бабушки Сарчи к нам, это вообще великолепные бабушки. У нас есть еще Нина Васильевна, бабушка, это вообще огонь. Веселые трусики, как отошьет, принесет, это очень даже. Ну, да, узнал я вот о волонтерском движении, встретив Ирину, получается, тир вот на базе ДСААФа. Меня пригласил туда мой друг, они вот там занимаются, проходят там стрелковую подготовку, там небольшую тактику, там медицину изучают, ну, там есть как бы люди, которым интересно это, и, ну, и там вот тоже я так понял, что там желающие, ну, впоследствии принять участие, чтобы они пытаются подготовиться, ну, чтобы для них там сюрпризов не было. Вот, проходят медицину там, и вот встретил Ирину, она вот тоже там принимает участие в этом клубе. И вот с ней познакомились, она узнала, что я вот недавно приехал со СВО. И вот пригласила меня сюда, вот в их волонтерский штаб. Ну и на самом деле, да, я вот удивлен, ну, что есть в нашем городе. Не то, что удивлен, я рад, что в нашем городе есть такие волонтерское такое движение. И как бы охота, чтобы побольше вот в этом движении было людей, ну, чтобы побольше людей включались в это. И радует, что много, ну, как бы не безразличные люди к этому. И так как вот армия там от народа неотделима, да, и вот радует, что людям не безразлично, что все переживают за нас. В основном там очень большая помощь идет именно от волонтерских вот этих движений. И, ну, как бы, это очень хорошо, меня это радует. Но хотелось бы побольше, да, вот, людей неравнодушных видеть, вот, которые принимают в этом участие. Мы с Ириной познакомились, ну, тогда я еще не знала, что это именно Ирина. Ссылка пришла на WhatsApp, в группу в какую-то, даже точно не знаю, что шьем, вяжем для бойцов. Я, конечно, сразу по ссылке по этой прошла, увидела, что там главное вот это вот Ирина, на тот момент только я узнала имя ее, Лариса Сергеевна. Я, то есть, была одна из первых, то есть эта группа где-то, ну, может, числа 20 октября она у нас создалась. И с того времени у нас тогда еще не было помещения, мы все были по домам. Ирина, конечно, наша везде бегала и по школам, и по домам, собирала эти письма, приносили все в Радугу нашей Ларисе Сергеевне. Она там фасовала подарки для наших ребят. На тот момент, пока не было помещения, у нас занималась Радуга, у нас упаковка этими подарками. Но потом, когда появился у нас вот этот маленький уголок, я не знаю там сколько квадратов, совсем маленький уголок, мы этому очень обрадовались. Это было начало, наверное, декабря, может, числа 10-15. И, конечно, это нас стало объединять. Мы познакомились с Ириной тогда первый раз. Когда я пришла, я, конечно, удивилась, что она такая молодая женщина. Она у нас мама 4 детей. И меня, конечно, она поражает, удивляет каждый день. Как у нее хватает сил на это все. Она работает, дома дети, и она полностью это все на себе. Я не знаю, днями, ночами она все это курирует. Мы теперь, вот тут у нас угол, мы занимаемся, где есть какая минутка, мы все здесь собираемся. Вяжем, шьем, на дом раздаем. Приносят люди теперь сюда, к нам в основном приносят все шитье, раздаем на дом, сюда они заготовленные, все приносят. Тут фасуем подарочки, формируем груз и отправляем. Вот здесь мы так вот трудимся, с таким удовольствием, с такой любовью. Конечно, наша Ирина нас всех объединяет, она нас заряжает нас таким энтузиазмом, и она нас всех объединяет, она всегда в хорошем настроении, она всегда с улыбкой. И просто смотришь на эту женщину и понимаешь, что победа будет за нами.